Осталось несколько минут до начала прямого эфира с одним из кандидатов в президенты Республики Абхазия. Режиссеры абхазского телевидения дают последние указания. Операторы выстраивают кадры, а ведущие обсуждают с кандидатами предстоящее интервью. Накал волнений перед прямым эфиром и во время его проведения невозможно передать. И хотя в кадре всего один человек, за кадром работает целая команда. Мы находимся в святая из святых любой студии. Это аппаратная. Здесь работает вся команда, которая обеспечивает прямой эфир. Это режиссеры, звукорежиссеры, продюсеры, редакторы. Буквально через несколько секунд начнется прямой эфир. Внимание, приготовились, заставка пошла. Формат и длительность каждого эфира были определены Центральной избирательной комиссией Абхазии. Однако, несмотря на то, что беседа должна была проходить на государственном абхазском языке, некоторые из кандидатов предпочитали отвечать на вопросы на русском языке. И это было нарушением установленных правил. Вопросы, которые задавали кандидатам в президенты и вице-президенты, ведущие составляли сами. Правда, согласовывая их с редакцией. Мы, ведущие, работаем в тесном контакте с нашим редактором и с нашим продюсером. Мы составляем вопросы, потом садимся, бурно их обсуждаем. Мы все разные люди, у нас может быть разное мнение, но в одном мы едины. Все, что мы стараемся сделать, это мы стараемся сделать интересный эфир для нашего телезрителя. Может получается, может не получается, естественно, судить самому телезрителю, но я хочу сказать, что в общении, в беседе с самим кандидатом мы максимально стараемся его раскрыть и делаем больше уклон на его предвыборную программу. Изначально руководством АГТРК была поставлена задача обеспечить всем кандидатам равные условия. Чтобы не было повода говорить о предвзятом отношении какого-либо из журналистов к тому или иному кандидату, среди ведущих была проведена жеребьевка, по итогам которой и были распределены все прямые эфиры. Для абхазского телевидения такое количество кандидатов стало своеобразным вызовом, потому что нужно обеспечить равные условия, а значит за 20 с небольшим дней должны выступить все кандидаты с интервью, мы должны прокрутить все агитационные ролики и фильмы. Но пока, во всяком случае, мы справляемся. У нас несколько форматов. Во-первых, это интервью с кандидатами в президенты и вице-президенты на 2 языках. Также это пресс-конференции, куда мы приглашаем всех журналистов. И, наверное, самый главный ожидаемый формат – это теледебаты, которые пройдут 23 августа. Проведение качественного прямого эфира обеспечила и новая аппаратура. У нас сейчас совершенно новое оборудование. Теперь это оборудование требует того, чтобы были новые люди, подготовленные специалисты. Вот мы все сейчас справляемся с этим эфиром благодаря тому, что продюсеры, директора, они подготовили все с такой тщательностью, что теперь мы можем в новом формате работать почти безошибочно. Конечно, всякое бывает, бывают какие-то погрешности, но дело заключается в том, что тот формат, который был предложен ЦИКом, мы безупречно его выполнили. Сотрудники абхазского телевидения также ежедневно работают со штабами всех кандидатов в президенты. Ежедневно, практически без выходных, мы отвечаем на огромное количество вопросов от штабов, которые нам адресуют. Это вопросы, связанные с форматами прямых эфиров, с датами их проведения, с хронометражем роликов, также это предвыборные агитационные фильмы. В общем, если так коротко говорить, то результат, который телезрители видят на своих экранах, это огромная проделанная работа огромного количества людей. Прямые эфиры с кандидатами в президенты и вице-президенты будут проходить до 21 августа. А уже 23 августа на канале абхазского телевидения состоятся дебаты, на которые приглашены все кандидаты в президенты Республики Абхазия. Гугуца Вардания, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.